Дорогие друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Находимся мы сегодня в Театре оперы и балета в городе Якутске. И находимся мы в таком замечательном месте. Я думаю, его можно назвать и святым местом, а святое оно точно и для артистов, и для людей, которые здесь работают. Я рада представить вам Евдокию Елисеевну Винокурову. Евдокия Елисеевна у нас является мастером-постижером театра оперы и балета, отличником культуры, да? И как-то, знаете, интересно говорить, что вы работаете здесь 54 года, то есть это больше полувека, да? Такие вроде бы страшные цифры, да? Ну, большая цифра и такая очень красивая цифра, наверное. Вот как, у меня такой вопрос сразу, да? Как вы столько лет вот продержались на одном месте? Интересно. Ну, я с 70-го года здесь, в Театре оперы и балета. Но когда я поступила на работу, это музыкально-драматический театр был. У нас директором был Босиков Василий Афанасьевич, такой добрый, такой хороший директор. Вот начала работать в соборе. Вот сейчас стоит на ремонте. Ну вот с 70-го года, после школы. А как так случайно получилось, что вы пришли в театр? Это не случайно. Так. У меня тетя здесь работала, Посельская Марина Афанасьевна. Она балериной была. Да. Вот я все время, школьные годы, каникулы весенние, да? всегда приходила в город, в гости, каникулы проводить, весенние каникулы. И, естественно, идем в театр с утра. У них это занятия утренние, ну вот, класс называют они. Ну, с тех пор вот я театр полюбила, балет полюбила, и все время на спектаклях была. Ну вот, с тех пор вот я работаю. Она меня, я же после школы телефонисткой работала в совхозе Героя Попова, где мой брат работал парторгом. Там вот во время работы телефонистка, вот работа такая, аппарат такой стоит. И вот этот аппарат я работала, сидела, и вдруг телеграмма, как раз я на почте. Срочная телеграмма с Якутска, с театра оперы и балета. Ну, вот, Посельская Марина Афанасьевна мне телеграмму отправляет. Срочно приезжай, для тебя работа хорошая, ну вот подходящая. Ну вот телеграмма приехала, телеграмму отправили, и я сразу в город в сентябре. И начала работать. А начали вот сразу работать? Ага, ну в театр пришла, там заведующая Татьяна Егоровна Захарова была. И там и драмтеатр, и опера, и балет все вместе работали. Она меня приняла парикмахером, постижером и посадила на станок. Вот с тех пор я на станке сижу. Так и 50 лет пролетело, да? И вот, оказывается, мне 75 лет. Ну, вы отлично выглядите. Вы выглядите отлично. отлично, и вот сразу сходу и не скажешь, что 50 лет вы уже у станка, да? Ага. То есть правильно, вот если познакомиться, да, кто-то из наших телезрителей не знает, это называется станок. Это станок. Ваша рабочая вот прямо вот Татьяна инструмент. Егоровна посадила меня, и я сколько километров я связала, я это не посчитала. Надо было все записывать, сколько километров. Отмерять, да? Сколько километров я связала. Видите, как интересно. Но вот на этом станке парики делаются. Вот тресс я приготовила, они так выглядят. Ага.
Так, это у нас настоящий ли волос? Или... Это искусственный. Искусственный но волос. Мы с настоящих все время делаем. Так. Так, все это вяжется. Это для шиньона подходит. Вот так шиньон делается. У кого, если длинные волосы требуются. Наращивание, вот так все зацепляем, чтобы густые волосы или длинные у артистов получились. Но это парик и коса. А коса тоже так же вяжется на станке. Но она спиралем идет. Вот Нюргун-Батур. На Нюргун-Батур мы связали. Это 77-го, что ли, года вот Нюргун-Батур поставили первый. И с тех пор вот натуральные волосы работают. Их только стираешь. И все, шампунем стирается. И вот до сих пор служит, и до сих пор это Нюргун, это вот, Туяра Мако одевает. Она вот так вот, процесс, смотрите, вот такой же вот трес, и на спирали вяжет. Здесь 2 человека делает. Один спираль держит, крутит, и на этом идет это трес. Так, и шиньоны, локоны делаем вот. Такие локоны. Так. Вот как вяжет. Сначала на трес вяжем, да, потом вот рисунками. Можем вот так показать на камеру, да? Вот, смотрите. Это шиньон. Ну, шиньон, ну, локоны вот, балет одевает. Их зацепляет на голову, и они вот этим танцуют. Надо закрепить так, чтобы не упало во время спектакля. А бывали такие случаи, когда... Бывает. Но это как-нибудь так проходит. Некоторые не замечают, может, и заметили. Но это не часто. Обычно мы все заранее делаем. За 3 часа до спектакля приходим. Ну, за 2,5. И начинают крепите, да? И начинают, все артисты заходят в наш цех, садятся, гримируются, готовятся к спектаклю. Парики одевают, кто шиньон, кто бороды, усы. Ну вот. Это такая работа. Ну а вот насколько сложно плести, да, я вижу, вы здесь подготовили, да? Я здесь вот, раньше ресниц не было, не продавалось. Сейчас везде продается, разные. А, это ресницы? А это ресницы вот мы раньше, как 70-е годы, 80-е, не было же на продаже. И мы сами делали вручную. Это и крючком делается, а потом мы нашли вот метод на нитке делать, навязывать. Это вот так берется вот, прямо совсем маленькое. Вот такой вот. Сколько здесь штук? Это искусственный. Штук 4-5, наверное, да? 4-5. От густоты зависит. И вот навязываем. Видно, да? Здесь пол, если белый, это хорошо. Поэтому у нас пол белый. Потом вот сюда вот. Расстояние тоже надо смотреть. Гуще или потоньше. Вот. Это карда называется. Карды? Карда. Карда. Из иголок сделана. Специально, чтобы удобно было, да? Волосы держат. Вот. Сейчас внимательно смотрите. Будете делать. Так. Раньше вот так сами делали. Ресниц не было на продаже. Это ресницы? Это ресницы. Чьи? Кто угодно может одевать. На вас оденем. Артист надевает.
Нет, в смысле, вот я не совсем понимаю, вот это будут ресницы? Ага. Ресницы. Такие длинные? Нет, это вот процесс идет. Сейчас А потом они отрезаются? отрезается, А-а-а. потом накручивается. Вот да? я наклею сделала. Клей уже заранее приготовила. А это еще без клея. И то есть Клей они, наверное, очень клей естественно, да, смотрятся? Клей специальный, театральный. Клеим бороды, клеим усы, эти вот баки. Давайте я попробую. Сейчас я дам. Ну-ка, Так. берем. И Петельку вот делаем. так, да? Подождите-ка, аккуратно надо. Угу. Вот, чтобы Не петелька торчало ничего, вот да? так. Ага. Видите? И туда засовываем. Делай-ка. Кропотливая работа. Да. Это сколько это вы можете, сколько часов просидеть так? Всяко разно. От сложности. Если по одной волосинке брать, Так, да? сюда двигаем. И тянем, чтобы крепче было. Угу. Вот тоже берем. Евдокия Елисеевна, а сколько вас здесь вот в Парикмахер. цехе работает, да? Нас Можно 5. же назвать цехом? Цех, парикмахерский цех театра оперы балета. Угу. Ну, здесь 5 нас. Гримеры, пастижеры, парикмахеры. Угу. Гримеры, пастижеры, парикмахеры. Сначала вот грим делается, Ага. после грима идут прически делают, кого накручивать, кому кок сделать, ну, по ролям. Угу. Кто на кого выходит. Кто парик одевает, лысые парики одеваем, Угу. длинные одеваем. Ну, сегодня вот Золушка у нас будет 6:30. Ага. Все вот приготовили. И вот уже на готове стоят, да? Это вот король, Ага. фея, злюка, мачеха, вот. Угу. Парик мачехи показать? Давайте. Вот мачеха вначале в таком парике выходит. Угу. Потом на бал идут. На бал все одевают белые парики. Вот этот парик вот служит уже 70-го года. И она пока вот еще держится, да. А эту прическу кто придумал? Евдокия Александровна Степанова. Евдокия Елисеевна, а вообще хочется спросить, насколько у вас вот отношения с артистами складываются? Насколько вот важно друг друга понимать? Все равно ведь это такой вот контакт постоянный, да, с артистами. Как вообще это? Артистов обязательно надо поддерживать перед спектаклем. То есть вы и психологически еще, наверное, как-то, да? И настраивать их Настраиваете. тоже мы настраиваем. Если у них все прическа и грим, все хорошо получается, они сразу вот в роль входят. Ага. Ну, То есть уже уверенность. Наша поддержка это самая большая. Сколько-то процентов, наверное, 50-70%, Ну, наверное, вот. есть. Ага. Но мне так интересно, за все эти годы работы наверняка ведь у вас были встречи с именитыми артистами, да? Вот кого вы можете как-то вот вспомнить, выделить, возможно? Ага. У нас когда мы в Русском театре работали, мы же не сразу здесь переехали. Этот театр строился, и в Русском театре работали
12 лет. Но как соседями были. Линховой приезжал с Бурятии. Ну вот, такие знаменитые. Приезжих очень много. С Монголии, вот Чечусан пела. Вот артистов не помню, Туя. Вот Туя. Ну, артистов я всех знаю. Они для меня как родные. И я для них родная. Они меня зовут тетей Дусей. Тетя Дуся. Если вот тетя Дуся спросите, все знают. Ага. Эдди Диллер. Вот. Артисты хора, балет, идей. Как вот на гастроли едем, мне помогает Чемоданова держать. Все помогают. Все помогают. Все любят, очень любят. И я их очень люблю. Они для меня вообще, некоторые артисты, не некоторые, большинство из балета, они с училища же. Они все молодые, как мои внучки, как моя внучка. То есть как внуки, как дети как вам, дети наверное, мои, да? Братья, сестры. Вот так. Но это театр мой, дом родной. Без театра не могу. Это, как сказать, надо, если кто в театре работает, должен театр любить, как свой родной дом. В театре у нас режим вообще другой. Вот во время праздника, да, 1 мая мы работаем. Все праздники работаем. Выходные. У нас нет выходной, у нас понедельник. То есть вы всегда на работе, можно сказать. Когда я замуж вышла за Валерия Николаевича, он был каменщиком-строителем. СМУ-4 работал, СМУ-3 работал. Он не понимал мою работу. Но потом мы стали жить в театральной общаге по 17-й квартал, Пионерская, 23/1, театральная общага. Там жили и драм-артисты, и балет, и хор, ну все. Костюмеры, парикмахеры жили. И вот эта общага помогла Валерию. Ему понять. Понять, что это театральные работники. Мы во время, выходные работаем, праздничные дни у нас работа. Вот. Ресницы, основа 3 мы делаем. Или 3 сантиметра, 3 да? сантиметра. Длина. Здесь с 3 выходит. Это первая половина. Это тоже вот. Сейчас уже я на глаз смотрю. Они одинаковые стали. Вот мы закончили. Это 3 сантиметра 2 миллиметра. Вот как закончили, клеим. Чтобы они не разошлись. Определенное время проходит. Это какой-то специальный клей, это да? специальный клей. Усы, бороды артистам, парики лысые тоже вот на лбу прямо клеится. Специальный клей. Так. Процесс идет. Подсыхает, да? Подсыхает. И прям вот так, оказывается. Вот так режем. Потом так режется. Ну, мы примерно на глаз делаем. Вот. Реснички. Ресница моя, которую мы вдвоем сделали. Пока мокрые.
такая работа у нас. Ну а сейчас ведь можно приобретать какие-то готовые накладные Сейчас ресницы. все готовое, так и не делаем. Я для вас просто в старину так делали. Я старый человек. Ну интересно же очень, как это раньше было, да? Ну, мы из натуральных волос делали. А сейчас я для показа просто искусственный взяла. Искусственный волос. Нагреваем. Вот. Может не выдержит температуру. Еще вот сидишь, приглаживаешь специально досочку и опасной бритвой вот так, чтобы естественно получилось. Более естественно. Это очень долго делается, но мы просто процесс покажем. Продержать. Обычно через это делается. Через бумагу. Подкладывается, да? Подкладывается. Ух ты. Ага. Ну, это на быструю, чтобы показать. Всем делали. Здесь и артистов хора одеваем, и артистов балета, и солистов всех делаем, и мужчин, и женщин. Всех подряд. Вот. И одевается. Ага. Да, интересно. Не знала, что, оказывается, так раньше это делалось, да? Это заранее приходили, клей накручивать, стояли в очередь прямо. И очень ведь естественно все выглядит, да? Умсырдымди. Вот так. Это так делается. Так, ну и по окончанию вы сказали, вот ставится Расческа. расческа, да? Ага, это значит, что работа закончена. Очень интересно, конечно, мне кажется, и вам, наши дорогие телезрители, было узнать, как раньше, да, создавались ресницы. Вот честно, я представить даже не могла. Ну, как бы, возможно, кто-то и догадывается, но как это все, насколько кропотливо это делалось, да. Ага. И очень интересно. Евдокия Алексеевна, а что мы будем делать в следующем выпуске? Давайте нас заинтригуйте, может быть. Тоже интересное что-то, да? В следующий раз мы сделаем, мы вот на одной нитке сейчас делали, да, ресницы, а потом на 3 нитках будем делать, вязать, как трес, как делается шиньоны, парики, что-то уже косы, более такое. Косы. Ага, что-то уже более крупное. С нетерпением ждем. Мы сейчас вот уже начнем. Ну а с вами, дорогие телезрители, увидимся в следующем выпуске.